Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова канал Элайф. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, какие вести несет вам ветер. У нас будет использоваться 3 колоды. Это мистический оракул Ленорман, также оракул Натальи Степановой и Таро вашего ангела-хранителя. Вот такие вот колоды замечательные. У нас будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, перед вами сейчас будет 4 карты. Вам нужно выбрать одну из 4 позиций для себя. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены, и мы с вами обязательно поработаем. Итак, у нас сегодня на позициях картиночки. Первая картиночка, вторая картиночка. Ой, неправильно показала. Вторая. Третья. И 4. Первая, вторая, третья, 4 позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой, остальные я буду отставлять в сторону. Какие вести несет вам ветер? Замечательная тема, я ее очень люблю. Наша первая картинка. Вот сюда кладу. И переворачиваем карту. У нас выпала карта крысы. Очень интересная карта, она такая многогранная, вы знаете, она всегда говорит о том, что вот они вестники, да. По сути, крысы отражают как раз-таки какое-то общество людей, которые и могут принести вести, вот, новые какие-то разговоры, там, может быть, иногда сплетни, иногда, может быть, даже пересуды по поводу других людей. Крысы, они живут своим кланом. И, соответственно, вот вам какое-то как будто бы общество, может быть, даже ваше общество, будет рассказывать новости о другом обществе, о каких-то других людях, которые, являются для них, может быть, конкурентами, вот как бы делятся новостями о конкурентах. Крысы всегда очень полезны для тех, кто является их семьей, да. То есть семья крыс, она прекрасно себя чувствует в обществе друг друга. Но они всегда вредны для тех, кто является не их компанией. И поэтому, может быть, какой-то ваш коллектив на работе, да, общество какое-то, или ваша семья будет рассказывать о тех, кто не входит вот в этот коллектив. И, соответственно, иногда это даже коварные планы. Давай вот сейчас о них поговорим. Вот как мы будем с ними, как с конкурентами бороться, или вот они против нас заговор строят. То есть вот такие вести несет вам ветер, да? Вести от каких-то людей, которые состоят с вами в одном клане, про тех, кто не состоит в этом клане. Соответственно, мы не дадим им надежду, да, на то, чтобы они нас одолели. Получается, идет разговор о каких-то, например, врагах, но вместе с теми, кто будет каким-либо образом с вами объединяться против этих врагов. Я так понимаю, что крысы, они друг за друга горой могут быть, да. Видите, здесь вот они прям очень решительно настроены на карте, стоят такие вот прям вот, вот такие воинственные, крутые, крутые крысы. Поэтому те, кто вас окружают, они могут быть, может быть, чуть-чуть и такими зловредненькими. Или как сказать, мы себя в обиду не дадим. То есть мы из-под тишка, будем действовать так, чтобы нас никто не одолел, да. Давайте еще посмотрим. Следующая карта выпала Луна. Луна показывает, что идет весть о том, что может быть что-то таинственное происходит. И действительно так оно и есть. То есть крысы не зря здесь взбунтовались ваши, да, которые с вами в одном клане. То есть, допустим, семья, коллектив там и так далее. Все-таки Луна и показывает, что произошло нечто за нашей спиной. Вот идет разговор такой, да. За нашей спиной что-то произошло, может быть, даже ночью. Может быть, что-то где-то там, на базе произошла кража там, или попытались вскрыть магазин там, или еще что-нибудь. Вот такое могут обсуждать. Например, могут обсуждать
ну, крысы с Луной, да, могут обсуждать, что попытались скрыть дом кто-то ночью. И давайте будем на Фоксе, мы объединимся, чтобы вычислить, кто это, ну, кто это крысы, кто эти люди, которые против нас действуют. Получается, что как бы под покровом Луны все идет. А это значит, что может быть что-то скрытое, подавленное, какие-то подавленные страхи, желания, эмоции. Может быть, кто-то будет рассказывать вам в скором времени новость о том, что все это время скрывались какие-то чувства или скрывались какие-то эмоции в вашу сторону. Соответственно, ну, получается, как бы и обман, и в то же время как будто бы как страх какой-то. С одной стороны страх, с другой стороны желание. И тут же фантазия. Может быть, это о любви, конечно. То есть вот эта карта, она может одни вести приносить, да, там, да, что есть конкуренты, там еще что-то. А вот эта карта может отдельно приносить вести о чьих-то чувствах, о любви, о скрытых желаниях и страхах. А может оно все вместе быть. Вот, мол, вот, допустим, там, раз вы работаете там на работе, да, в магазине, например, ночью попытались скрыть, вот кто-то рассказывает, ах, мы им сейчас наподдаем, сейчас мы узнаем, кто это. Хорошо, смотрим следующее. Следующую карту. Какие вести несет вам ветер? Корабль. Но тут сочетается, допустим, вам рассказывают, что попытались ночью куда-то кто-то залезть воры и уехали, убежали. Ой, простите, корабль. Почему я так сказала? Это рыбы. Это рыбы. Я увидела корабль на закате, да, и почему-то у меня хлоп. Извиняюсь. Вот. Ну, видимо, так вот пошло по сюжету, да, что попытались ограбить, получить деньги, рыбы — это богатство, и убежали, уплыли куда-то, ускакали, ну, в дорогу, да. Ну, корабль он тут все равно присутствует на карте, и он куда-то уходит там, или при полной луне, или куда-то после заката уплывает ночью. Опять же, все ночью происходит, вот заметили. И может быть такое, что, допустим, кто-то ночью в чем-то признается. Ну вот, ну как сказать, вот при свете луны кто-то рассказывает, мужчина, вот король, да, мужчина о каких-то своих тоже вот эмоциях, страхах, переживаниях, чувствах, фантазиях, мечтах. А вот, еще что может быть? Рыбы — это у нас деньги, богатство, да. Но идет богатство тайное, ну луна — это же тайна, тайное желание богатства. И может быть такое, у меня же даже карта упала, может быть такое, что вот мистика какая-то, да, в первой позиции, что этот человек вот какой-то имеет тайное желание денег, допустим, или заработком, и рассказывать, делиться каким-то планом, идей, как заработать, как сделать так, чтобы вот тайно сначала ото всех, вот не рассказывая другим, давай вместе, вот давай вместе. Но этот человек явно тогда ваше какое-то доверительное лицо, которое состоит с вами в одной команде, компании. Вот. Если же это вражеский лазутчик, так скажем, то я не советую вам доверять этому человеку. То есть только в том случае, если вы его прям точно-точно знаете. Ну, интересно, вот какая карта упала, сейчас подниму. Так, поднимаю. Смотрите, вот такая карта у нас. Воздух. Не стоит переживать. То, о чем вы мечтаете, сбудется. Вот упала вот прям только что, когда расклад шел. И она прям, вы слышали, наверное, как она упала. Интересно. Ну, давайте вытаскивать еще карты из этой колоды. Какие вести еще несет вам ветер? Царь Алды. Скоро у тебя появится могущественный покровитель. В кошелек деньги прибудут, а в дом счастья. Ну вот рыба — это король бубен же. Вот тоже, кстати, сочетается, да, что появится покровитель, и в дом может прийти счастье, но по луне совершенно таинственным образом деньги могут прийти, да, таинственным образом. И счастье, и деньги. Интересно, давайте еще карту достанем. Утренняя заря Маримьяна. Тебя ждут хорошие новости. Вот видите, у нас же какие вести несет вам ветер. Заря занимается, счастье в окна твои скоро постучится. Ну вот видите, сколько хороших знаков здесь. Здесь выпали прям очень хорошие знаки. Одна карта упала, две мы еще достали, и все хорошие. Это уже о чем-то говорит. Это, ну, говорит уже о том, что скоро у вас действительно очень хорошие новости придут, да.
Но я еще раз повторяю, тут вот тоже у нас есть предсказание, на него обратите внимание, да. Хорошо, давайте посмотрим, что скажет вам ваш ангел-хранитель. Прям интересно. Духовный наставник. Проводя время наедине с собой, вы будете вознаграждены. Используйте эти моменты одиночества, чтобы сосредоточиться на любви и возможностях, которые предоставляются вам, чтобы одаривать тех, кто вас окружает. Зажгите свет в своем окне, чтобы указывал путь другим людям. Ищите в себе духовного наставника для самого себя, если не чувствуете свою жизнь достаточно наполненной. Интересно? Ну вот прям у вас вот такие вот знаки, всякие знаки. Я думаю, что вы все учтете. А мы перейдем к позиции номер 2. Итак, позиция номер 2. Наша картиночка. Какие вести несет вам ветер? Ой, опять перевернула. Я их не умею. Это... Так, гроб. Ну, гроб показывает всегда окончание чего-то. То есть весть о чем? О том, что что-то закончилось, заканчивается, отмирает, уходит, что от этого нужно уже отказываться, что это не работает, да? Вот не работает и все тут. Уже не то все. И, конечно, карта гроб, она сложноватая. Вот в каком плане? Она показывает, что как бы человек может рассказывать, что он кого-то потерял, что-то потерял, развелся. Вы будете этому человеку сочувствовать, да? То есть это как бы финал. И, соответственно, человек идет на этот этап, да, а вы его поддерживаете, ну а как иначе? Вот может рассказывать что-то такое человек. Ну, допустим, там ему стыдно за что-то, он испытывает вину. Или говорит, что потерял что-то, кого-то потерял. И вы говорите, что вам тоже от этого неприятно, да, что он потерял этот человек. Помочь вы ему как бы уже не сможете. Единственное, только что посочувствовать и поддержать, вот так. То есть новость именно об этом, что что-то закончилось, что от этого уже пора отходить, отказываться, оно отжило и изжило себя, и никак иначе. Вот, ну, это чаще всего люди рассказывают. Новости откуда приходят? От людей приходят. Вот вам рассказывают это что? Какие вести несет вам ветер? То есть кто-то приходит и говорит, вот это все конец, да, отжило что-то, закончилось. Давайте посмотрим, что оно отжило и закончилось, да. Ну вот всадник выпадает, всадник. Вот такое ощущение, что, допустим, кто-то может продать машину, вот, и продал машину уже все. Говорит, ну она старушка, у меня уже там вся поломалась. Вы говорите, ну сочувствую, купил там за 500 000, а продал только за 100 000. Вот такое вот может быть. Но это именно рассказ чей-то. А вам только, ну, внимать, так скажем. Или пропала моя посылка, так и не нашли. Вот знаете, вот именно такой разговор, если всадник смотреть, вот именно гроб с всадником. Что как бы что-то шло, не дошло, ехало, не доехало, там, допустим, ну вот такие вот вещи всякие. Что-то сломалось, кто-то рассказывает. Мол, мне придется от этого отказаться. Или я вот этим маршрутом всегда ездила, маршрут поменяли, как же теперь буду на работу ездить? Вот что-то вот, какие-то вести такие. Смотрим дальше. Крест. Ну, крест говорит, что-то судьбоносное идет. Ну, вот как бы вести о чьей-то судьбе, что ли, так, наверное. Вести о том, что чья-то судьба меняется, поменялась. И кто-то говорит, вот мне судьба так была, мне была так судьба. Или вообще вот это все происходит по судьбе, да. Ну, крест, он всегда говорит о том, что либо, допустим, кто-то связан с религией и несет свой крест в плане верований, да, там проповедует, пошел священником работать, подался в монахи. Либо крест может означать, несет свой крест, ну, в плане... испытывать трудности в жизни. Вот кто-то рассказывает вам, что, допустим, машина сломалась, я знаю, что это мой крест. Вот так человек может сказать. Знаю, что это мой крест, и я его несу, значит, мне вот такое по карме было, по судьбе, значит, нужно мне что-то отработать. Или расстались люди, допустим, женщина рассталась с мужчиной и говорит, ну, вот такой крест у меня, да. То
То есть человек, кажется ему, что это обязанность, или уволили человека. Там, например, работал на машине, уволили, значит, у меня такое вот судьба такая. Вот так может сказать. Ну, хорошо. Теперь смотрим дальше. Смотрим дальше. Какие вести несет вам ветер? Царь Горох. Оставьте горькие думы прошлому. Вот видите, прошлое. Вот тут все про прошлое, что что-то отходит назад. Живите днем сегодняшним, и тогда все быстро наладится. Вот вам главное не фиксироваться на том, что вам рассказывает этот человек о себе, о том, что ушло в прошлое, никогда не вернешь. Когда мы слушаем чьи-то горести, мы начинаем свои вспоминать, соответственно, начинаем приплетать и свое прошлое. Вот вам это все нужно оставить. Что бы ни случилось, любые горькие думы о прошлом, они уже в прошлом, и ничего назад не вернешь из прошлого, и вам не нужно на этом фиксироваться в любом случае. Смотрим дальше, следующую карту. Молния. Сон важный придет к вам сегодня. Его запомните, во сне будет вам знак. То есть обязательно сегодня нужно смотреть сны ваши. Это факт. Ну и следующая карта. Огонь заговоренный. Избавишься от всех болячек. Не так быстро, зато надолго. Интересно. Карта выздоровления. Ну вот, может быть, весть о том, что кто-то выздоровеет, или именно для вас это выздоровление, может, вы больны чем-то. Так что у вас, ну да, у окружающих могут быть какие-то проблемы, вы их поддержите. А для вас конкретно вот тут идет, что если вы оставите прошлое в прошлом, то у вас все быстро и в жизни наладится, и еще и выздоровление идет, пусть медленное, но верное, и еще и знак во сне. Хорошо, смотрим послание вашего ангела-хранителя. Двойка действия. Поверьте в свою способность делать прекрасный выбор. Благоприятные возможности повсюду вокруг вас. Если только вы будете продолжать двигаться вперед, возможно, пришло время найти нового партнера, который может помочь вам добиться успеха в вашем деле или предпринимать креативные решения. Держите в разуме картину в целом, а не отдельные детали текущего момента. Видите, как интересно. Вот картина в целом, она правда нужна. Вам и нужно знать, к чему вы двигаетесь и как оно будет. Ну вот это вот хороший такой момент. И вот такая вот у нас вторая, конечно же, позиция. Да, позиция. А мы идем к позиции номер 3. Какие вести несет вам ветер? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, какие вести несет вам ветер. Лиса. Ну, лиса говорит о разоблачении, весть о разоблачении. То есть человек был одним, стал другим. Вы как будто бы от кого-то узнаете, какой он на самом деле. То есть он снимает свою маску. Он носил маску и снимает маску перед вами и говорит, вот он какой я на самом деле. Вот. Лиса, она хитрая, она всегда носит много лиц, она имеет амплуа, да, то есть как актриса или актер. Или может быть такое, вот вполне по этой карте, что кто-то вам расскажет, что вот третий какой-то человек не тот, кем он себя представлял или за кого он себя выдавал. Такое тоже бывает. Поэтому получается так, что первое может быть, кто-то перед вами маску снял, второе, кого-то обличили. Ну, то есть рассказали о нем, вам, какой он на самом деле вот человек. Конечно же, лиса, она не только притворяется, она еще и сама по себе недоверчивая. Может быть такое, что кто-то раскрывается перед вами, ну, то есть не доверял человек вам, а теперь начинает потихоньку доверять. И тогда новость идет об этом. Хорошо, смотрим дальше. Следующая карта звезды. Вообще прекрасная карта, она мне вообще очень нравится. Она всегда говорит о том, что весть о чем-то очень замечательном, вот что-то сбывается, хорошее, светлое в жизни окружающих людей. И, соответственно, это задевает и вашу жизнь. Вам как бы кто-то рассказывает, что, допустим, другой человек стал известным, популярным. Или может показывать свой пример, как стать известным, популярным, и вы тоже цепляетесь за этот пример.
Звезды может показывать карта, что скоро сбудется ваша мечта о поездке, и вам рассказывают, что смотри, вот так можно поехать, вот так поехать, вот такие есть способы. Или звонят с турфирмы, или с визового агентства. Звезды может еще показывать весть от человека на расстоянии, который вы очень долго ждали. И, соответственно, хотели, да, чтобы человек объявился. Смотрим следующую карту. Туча. Тучи показывают, что вот эта весть на расстоянии, если вы ждете от кого-то, может быть от мужчины. Но мужчина долго притворялся кем-то другим, как будто бы вот, иным был для вас. Также тучи могут показывать, что вот в жизни каждого из нас, да, и в жизни ваших окружающих бывают мелкие неурядицы. И кто-то вам будет рассказывать о своих неурядицах, проблемах, может быть, трудностях каких-то в жизни. Вот как бы что-то скрытое. Вот тучи же скрывают солнце. То же самое кто-то скрывал от вас как будто бы истину, правду. Или был в каком-то деле для вас скрытый момент, о котором вы и знать не знали, и подозревать не подозревали. Соответственно, тучи означают именно это, что раскрывается какая-то подоплека, правда. Ну и также просто кто-то может прийти и рассказывать, у меня проблемки вот такие-то есть маленькие. Может попросить помощи, помоги мне, но чаще всего это мужчина. Смотрим дальше. Какие вести несет вам ветер, царь Соломон? Для исполнения воли твоей нужна мудрость отца. В твоем окружении есть пожилой мужчина, который поможет тебе нужным советом. Ну, либо пожилой, либо просто старше вас мужчина. Но спрашивайте совета у мужчины, он вам обязательно поможет. Как будто бы исполнить какие-то ваши мечты, желания. Луна. Худой мир лучше доброй ссоры. Примиритесь с врагами. Кто-то из них станет вам верным другом. Это вот интересно, потому что не всегда враги могут стать друзьями. Но с кем-то вы, правда, может, по работе чуть-чуть враждовали, может, еще как-то. Но вы сможете с этим человеком совершенно иначе вот как будто бы общаться в скором времени. То есть об этом идет весть. Извиняюсь за храп собаки. Калинов мост. Река Смородина волнуется, Калинов мост открывается. Увидишь сегодня сон вещи, и в нем будет тебе совет. Интересно, но вот какой-то сон, обращайте обязательно внимание. Обязательно. Давайте теперь посмотрим, что скажет ваш ангел-хранитель для вас. Демид храпит все громче и громче. Посланник эмоций. Это начало нового эмоционального опыта, который мог бы расшириться и превратиться в нечто более глубокое. Возможно, вы получите сообщения, выражающие чувства, относительно которых вы даже не знаете, где они зародились. Скоро может последовать какое-то приглашение из социальной сферы. В это дело будет вовлечен очень тактичный и любящий человек с самыми добрыми намерениями. Им могли бы быть и вы сами, особенно если вы артистичны, скромны и чувствительны. Вот видите, как интересно. Вот очень интересное сегодня послание. Вот как будто бы вам письмо идет. Видите, письмо. Ну вот такая позиция номер 3. А мы идем с вами к позиции номер 4. Какие вести несет вам ветер? Давайте посмотрим. Первая карта – ключ. Прекрасная карта. Она показывает, что вам скоро идет весть о том, что открывается перед вами какая-то дверь. Или человек рассказывает о том, что нашел, допустим, способ решения основной проблемы, которая связана и с вами. И также ключ может показывать успех, удачу, большое счастье, что вам говорят, что пришло какое-то большое счастье. Очень это будет важно для вас и ваших близких, потому что это же вам кто-то рассказывает. Карта ключ – это счастливый талисман, поэтому она сразу же показала в 4-м раскладе, что скоро вам повезет в чем-то. Откроется какая-то возможность, и вам об этом именно расскажут. И также расскажут о том, что кому-то, может быть, из окружающих повезло, что и касается вас, конечно. Вам придется, может быть, поддержать, порадоваться, сказать, что да, действительно, человек молодец. Допустим, ваш сын говорит вам, что поступил в вуз.
или что ему пришло письмо о поступлении в колледж, или, может быть, там, не знаю, ваш муж говорит, что его повысили по работе. Понятно, что это и вас касается, правда? Следующая карта – это сад. Сад говорит о том, что скоро вы будете общаться с незнакомыми людьми. Какие вести несет вам ветер? Вести с полей, так скажем, потому что это вести, во-первых, откуда-то из другого, даже города, из другой страны, на расстоянии от вас кто-то находится, может быть, что-то по работе, и рассказывают о том, что вот будут какие-то изменения, да, и скоро вам предстоят знакомства, встречи, официальные беседы, совершенно сейчас для вас незнакомыми людьми. Вам придется осваивать, ну, так скажем, новый какой-то коллектив, новое общение, вам это будет все интересно, тем более с ключом это все счастье дает, большую радость. Или кому-то из вашей семьи это все нужно будет делать. Но в любом случае карты открывают что-то. Вот, ну, не знаю как. Может быть, это какая-то новая работа, повышение по работе, командировка, перевод в другой город, в другую страну поедете работать. Вот что угодно из этого. Такое что-то очень хорошее. Может быть, общение с иностранцами, изучение языков, там, допустим, новые сделки, новый контракт с каким-то очень важным бизнес-партнером. И также, допустим, про любовь, да, открыли дверь в чье-то сердце, и раньше вы, допустим, может быть, с этим человеком только на расстоянии общались, а сейчас придется встретиться. Но это же для вас не та обстановка, к которой вы привыкли, да? Следующая карта – дерево. Прекрасная карта, она показывает ну, благосостояние, стабильность, живучесть, прекрасное здоровье, процветание и связь с силами рода. Вот, допустим, кто-то из родни может вам что-то хорошее там рассказывать, хорошие новости. И кто-то выздоровел, например. Вот кто-то из родственников рассказывает, вот этот-то выздоровел. То есть идет ситуация, когда что-то сильно улучшается в жизни окружающих, в жизни, может быть, близких. Может быть, про вашу жизнь кто-то что-то говорит. Ну, допустим, вам новость, ваши диагнозы не оправдались. Вам новость, вы вылечены от вот этой-то болезни, да. Или вот что-то такое, ну, там, допустим, вам повысили доходы. Это же тоже новость хорошая. Повысили доходы, да. То есть дерево, оно всегда показывает сильную крепость в жизни и очень устойчивое материальное, жизненное положение. Сильную любовь, допустим, вот может показывать вот это все, что, ну, с кем-то, кто на расстоянии, как бы как. Или придется переезжать, допустим, вместе с любимым человеком, потому что ему по работе надо. Корни вас сильно держат, силы рода поддерживают, да, но все равно вам придется на какую-то новую территорию как бы съездить, посетить, посмотреть, себя показать. Хорошо, смотрим дальше карты. Какие вести несет вам ветер? Река. Вы на правильном пути, так держать. Но добившись желаемого, присмотритесь к своему окружению. Ведь многие завидуют удаче других. Но вам, да, надо анализировать, конечно. Если вы чего-то добиваетесь в жизни, может не обязательно об этом всем рассказывать. Это во-первых. А во-вторых, смотрите, чтобы вам не завидовали самые близкие, особенно друзья. Так, а добьетесь вы обязательно чего-то добьетесь. Тут прям очень хорошие карты, богатые, счастливые. Ярила, добрые вести принесет тебе состоятельный и умный мужчина. Вот видите, какие вести несет вам ветер? Добрые вести от состоятельного, умного мужчины в скором времени. Это вообще интересная карта. И следующая карта у нас это берегиня. За твоей спиной есть сильный дух, который поможет тебе в твоем деле. Ты под надежной защитой. Вот видите, как интересно. Еще у вас и защита. Вот у вас и есть по дереву также, что сильный дух вас защищает. И это выпало в карте берегиня. Вас правда кто-то защищает. Правда кто-то ведет вас. Вот как будто бы к счастью, да, к счастью. Хорошо, смотрим послание вашего ангела-хранителя. Отпустить все, что было. Может показаться непростым делом отпустить прошлое, но это очень вам поможет, станет для вас освобождением.
Ваши ангелы поспособствуют вам в этом, для того, чтобы вы могли взлететь выше, чем когда-либо прежде. Окончание чего-то одного всегда венчает новое начало. Измените свою жизнь, изменяя свои мысли. Вот видите, как интересно. Вам нужно что-то отпустить, чтобы у вас родилась новая жизнь. Ну, вот такие у нас были 4 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Элайф, а также подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен и канал Гадания, заговоры, ритуалы Карина. Всем пока и до новых встреч!